Добрый вечер, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. И с вами, как всегда, ведущий Петр Цепандин. Мы, хотя и лето наступило, обратно вернулись в ресторан Мусхая. Находимся в уютной студии, гастро-студии ресторана Мусхая. И к нам сегодня в гости пришел Валерий Васильевич Баранов. Приветствую, Валерий Васильевич. Да, представляю гостя. Я без бумажки, к сожалению, не обойдусь. Доктор геологии-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии алмазов и благородных металлов Сибирской академии Российской академии наук. И еще к тому еще Валерий Васильевич, профессор кафедры практической геологии Северо-Восточного федерального университета, который раньше был Якутским государственным университетом, который я благополучно в свое время закончил. Валерий Васильевич, первое, то, что я хочу вам сказать, спасибо большое, что согласились быть гостем моей передачи. Да, и так как у нас кулинарное ток-шоу, как мы его позиционируем, с чем вы к нам сегодня пришли, что вы будете сегодня готовить? Так, я сегодня буду готовить салат. Салат, так. Ну, прежде всего, я хочу сказать, какие ингредиенты мы будем использовать. Так. Ну, я смотрю, у вас все во-первых, свое. здесь вот перец, один перец, один огурчик, 2 яйца, Так. растительное масло, грудка, куриная грудка. Куриная грудка. У вас уже отваренная, я смотрю. Уже отваренная, готовая. Да, вы приготовили, да, правильно. Соль и приправы и майонез. Так, приправы, смотрю, все свое, да? Да, Это тоже приправы у меня тут комбинация комбинация. всякая. Да, я смешал несколько приправ, ну, чтобы было Ну, то есть вкусно. это какой-то ваш Да, это фирменный. да, это фирменная штука. Понятно. Ну, давайте, что ж. Ну, в общем, начало мы 2 яйца, разбиваем 2 яйца. Ага. Да, ну, конфорку, видимо, нужно включить. Давайте я вам помогу. Вот так. Конфорку. Мы Ну, включаем. первую, слабенькую, давайте, слабый огонь. Да, и... Пока мы тут будем взбивать это все. Ага. Так, 2 яйца и... Да, мусорка под вами, там можете сразу. Раз, и вот так. Валерий Васильевич, расскажите про себя, пожалуйста, немножко. Ну, такую небольшую визитку. Это вот такая стандартная процедура, которая... Ну, я закончил Якутский государственный университет в 1966 году, 6-й выпуск. ЕГУ. ЕГУ. Так. Инженерно-технический факультет, геологическое отделение. И с февраля 1967 года я, значит, поступил на работу в Якутское геологическое управление. И там отработал 31 год. Ну, закончил там свою карьеру я начальником партии. Затем перешел в Академию наук. И вот уже там я 25 лет уже работаю в Институте геологии. Сейчас он называется Институт геологии алмаза и благородных металлов. И этот юбилей 25 лет совпало с юбилеем нашего института. Ему исполнилось 65 лет. Ну, вот, коротенько тогда. А в чем был выбор именно? Почему вы решили стать геологом? Понимаете, я изначально хотел заниматься палеонтологией и стратиграфией. Стратиграфия. Вот, кстати, слово незнакомое, может быть, даже для многих телезрителей. Я к своему стыду тоже не знаю практически, что это такое. Стратиграфия – это изучение осадочной оболочки Земли, последовательность напластования изучается. Вот вы видели, возможно, вот в горах там такая слоистость. Да, вот такая слоистость. На Ленских столбах, да, допустим, проезжаешь. На Ленских, вот такая вот слоистость. Вот мы изучаем последовательность напластования вот этих пород, извлекаем оттуда фауну, если она есть, и определяем возраст. Ну, в общем... В смысле, тогда это наука, которая изучает, когда что происходило. Это же даже не тысяча, это же миллионы, миллиарды. Нет, стратиграфия, она как раз изучает характер напластования, то есть
происходит в течение времени, там миллионов, сотен, десятков миллионов лет, происходит изменение окружающей обстановки, и образуются пласты различного состава литологического. И вот мы, короче говоря, вот изучаем это вот все. А между тем у нас духовочка. Так, духовочка у нас разогрелась. Сейчас, Разогрелась, да, маслица. сейчас масло мы сейчас посолим. Так. Главное, чтобы не пересолить. Так. Лучше уж, как говорится, не досолить тем, Лучше потому не что всегда досолить, можно. чем Да. пересолить. Дальше мы добавляем сюда Приправы. Туда же сразу прямо, сразу да? приправку. Ага. Ух ты, приправы обильно добавляете. Нормально. Я попытаюсь угадать, ну, по-моему, тут перец есть, а все остальное я не знаю. Нет, перец, тут всякие есть, травы различные. Потом взбиваем. Вы мне говорите, что нужен Черпачок. Вот посмотрите, там есть у вас, черпачок. да, чтобы наливать. Ну ладно, если нет, то мы Черпачок просто носить, делаем, ну да, столовой ложкой можем, да? делаем 3 блинчика. Ага. Масло еще, по-моему, не нагрелось. Масло, может, ну сейчас мы включим, наверное, да? Посильнее, да? Посильнее. Посильнее, Надо давай. было чтобы она разогрелась, сковородка. Так, и, по-моему, вам нужны будут лопаточки, Да, да? лопаточку дайте, пожалуйста. Держите. Ага, сейчас. А изначально, почему вы все-таки ну, представим себе, что вы молодой мальчик, да? Маленький мальчик. Ну, кто-то хочет стать, это же вы в советское же все время. Все хотят стать военными, все хотят стать космонавтами, там, да, вот 60-е годы, а вы именно геология. Ну, я хотел быть летчиком. Ага. Летчиком. Или моряком. Ага. Но не получилось. У нас, я же в Сангарах заканчивал В Сангарах. школу, Ага, 10-летку. это Жиганск, получается, Жиганский район же, да? Ну почему? Это Кобяйск, 300 300 километров Да, ниже. Ага. ниже полей. А там у нас были обнажения. Ага. И в эти обнажения, там меловые обнажения, и там, значит, это самое. Ну, то есть вы... С флорой, там остатки флоры древней, ископаемой. Ну. И вот мы колотили это, было очень интересно. А потом я же поступил сначала на физмат. Я же год учился на физмате. Физмат. А потом как-то познакомился с геологами. Я приходил к ним и смотрел, ну, а как они мучились над дифференциалами. Но, Дифференциалы, интегралы. интегралы, в общем, а я-то спокойно их брал, значит. А потом они говорят, приходи к нам. И вы перевелись, И получается. я перевелся, да, с большими трудностями. Так. Смотрите, она не берется. Опа. Опа. Перевелся. И не жалею. И не жалеете. Ну, то есть это все-таки судьба, получается, да? Ну да, видимо, судьба. Ага. И всю жизнь, получается, именно связана с геологией. Геология. Вот что изучает вообще палеонтология, да? Вот обыватели же их с археологами, например, путают. Ну, палеонтология изучает вымерших организмов. Организмы вымершие. А археология, она изучает остатки бывших цивилизаций. То есть мы изучаем фауну, извлекаем из пород, а они различные там остатки. Остатки. Так, а между там у нас первый блин. Ну, точно не комом? Да нет, нормально все. Нормально идет, да, все? Мы вот так вот сделаем сейчас. Так. Вот. Он большой, крупноватый получился. У нас 2 блина получится, видимо. Нет, мы сделаем. Нет, все-таки 3 нужно, да? Делаем 3. Огонь, может быть, чуть-чуть убавить? Ну, можно. А, нет, подождите, а у нас вообще Он, на 7, например, поставить или даже на 6. А вот так. Раз.
Я телезрителям что хотел бы сказать? Я, вот насчет воды, Так. насчет живой воды. Ага. То есть мы из-под крана с вами Вот вода, так. пьем, да. Вода – это мертвая вода. Потому что если она проходит через краны, нарушается вся ее структура кластерная. Все разбивается. Так. Почему, допустим, вот здесь, в Якутии, у нас питьевую воду, для питьевой воды используют лед. Ну, талая вода, да. да. Талая вода. Да. Вот талая вода – это живая вода. Живая вода считается, да. Вот. А чтобы, поскольку человек состоит на сколько, на 90, как огурец, по-моему, На 80%, на 80%, на 80% почти. считается, что человек из воды Да, стоит. да, Ага. состоит. Поэтому, Как огурец вот. да, поэтому желательно, чтобы мы пили живую воду. А вы сами как? Так, Вот я пью живую воду, я делаю живую воду. Сейчас я То есть расскажу. заготавливаете лед, это рассказывайте. Нет, не лед, не лед. Я сейчас расскажу. Хорошо. Вот еще один у нас блинчик получился. В общем, живую воду можно готовить двумя способами. Или ее замораживать в морозилке, ну, емкость какую-то, Ну, набрали воду. большой, заморозил ее. Все. И тогда она правильную структуру. Она тогда принимает. правильную Кристаллическая структуру, решетка. да, кристаллическая. Вот какие слова я знаю. Да. После этого можно ее налить, вылить в сосуд и туда бросить кристалл кварца, допустим. Кварца? Кварца, СО2. Так, И вот блинчик у нас готов, сейчас будет последний блинчик. давайте. И пускай этот кварц, лежит постоянно, и серебро еще. Ну, посеребрение, я знаю, да, потому бывает, что, в ювелирном ну, вы магазине знаете, даже вот, специальные такие продаются. ага. Церкви-то вот святая вода, Святая она вода. же в стеклянных сосудах Ага. держится. И она может стоять год, если вы в церкви возьмете. А какое различие все-таки? Вы говорите, живая вода. Ну, это А вот там кластер, что произойдет? там структура. У живой воды структура идеальный кластер. Ну вот снежинки, допустим, вот это вот, представляете, какая структура? Да. Вот. И в составе крови у нас вода тоже в это самое. Она живая вода там. То есть, если вы пьете вот мертвую воду, то она преобразуется все равно. На это приходит затрата энергии большая происходит. Для того, чтобы Да. это вода... Ну, чтобы она преобразовалась и приобрела нормальную структуру. Ну, все, вот у нас этот тоже готов. Третий блин уже готов. Это мы Это убираем. убираем, тогда, да. это. Отключаем. Все, отключаем. Так. Ну, это сейчас будет горячее, будьте осторожны. Если Ну, что. сейчас. Все, пускай они остывают, эти блинчики. Теперь мы с вами будем что делать? Мы будем готовить огурчик и перчик. Вы можете огурчик, кстати, Порезать, да? порезать. А вы мне скажите, как я могу это Так, сделать? сейчас я вам покажу. Значит, отрезаете. Огурчики, кстати, мытые. Все, мытые. Ага, да, у нас все мыто. Все мытое, все овощи у нас мытые. Можете вот так вот порезать, потом режете. Я покажу первое. Давайте. Так. Я буду повторять безропотно. Да. Режем огурчики. Ну, можно вот так еще их разрезать, чтобы кусочками были. Ну, это довольно большие кусочки. Ну, вот так, да? Нет, сначала так. Ага. А потом мелкие делаете. Все-таки мелко. Ну все, я Конечно. понял. Понял? Понятно, Понял. да? Все понятно. Мельче. А еще мельче? Вообще видите, мельче. как? Господи, боже мой. Ну, давайте. Мельче. Вообще, покромсать надо. Ну да. Хорошо. Да, вот сейчас правильно. Все правильно. Все правильно. Ну, слава богу, нож острый позволяет нам тут Да. немножко, то, что я чуть не напортачил. Ну ладно, вы это самое сейчас. Давайте я огурец, Вы огурец, а я да. буду перец делать. И мы все это будем сюда складывать, да? Ну да. Так, у перца мы серединку убираем.
Есть название этого салата? Нежный. Нежный. Так, режем перец тоже кусочками. Сейчас отсюда остатки мы извлекаем. Вот это все обрезаем лишнее. А вы рецепт где позаимствовали, или это сами придумали, или где-то? Ну, я по интернету шарюсь, иногда что-нибудь там нахожу. Ну, а потом пытаюсь повторить. Повторить, воссоздать, да? Создать, ну, что-нибудь свое добавляю. Ну, судя по всему, готовить-то вы любите, да? Ну, я готовлю, конечно. Стараюсь готовить вкусно, и чтобы было полезно. Ну, то есть и современные тенденции же есть такое, ну, вот сейчас очень модное такое есть направление ПП, правильное питание. Ну, то есть нужно следить за питанием и все Ну, прочее. я, в общем, этого и придерживаюсь. Придерживаетесь Я этого, стараюсь, да, потреблять в пищу то, что полезно. Хлеб, допустим, я практически не ем. да? Ну, хлеб, он в каком-то возрасте, говорят, если не полезный. Слишком много углеводов, да? Слишком много углеводов. Если ем, я покупаю только черный хлеб. И, ну, и по кусочку, по небольшому в день съедаю, в общем. А так живу без хлеба, короче. Так, я смотрю, вы перец тоже мелко режете. Ну да. Сейчас порежем перчик. Можете тоже так же вот взять. Да, пока. помогать, да. А все это можно, вот это сюда, можно сюда сложить. Давайте вот так аккуратно. Вот так сделаем. И раз. Все. Раз. Да, чтобы место Всё, освободить. место освободили. Вот, берите вот это, Давайте. режьте. И тоже примерно, я Тоже понял. таким же, такого же размера кусочки. Правильно же? Да, все верно. Все хорошо. Так. Валерий Васильевич, я знаю, что вы же объездили не только многие места Якутии, да, но и многие страны с этим, Да. своей работой, изучением. Да. Где уже успели побывать? Я, значит, в 2 экспедициях был на Аляске. Ага. Держите. И одну экспедицию я провел в Иране. В Иране? Да. Это же такая горная страна. Это северо-восточный Иран. Там недалеко. Афганистан 200 километров, по-моему, надо. Ну и, между прочим, считается же одной из самых таких стран, ну, которая тяжело для посещения. Она вообще не туристическая страна. Как вам удалось туда попасть? Ну, по-моему, да, туда легче попасть, чем в другие, даже европейские страны. Туда виза не нужна. Взял, полетел. Ну для россиян. Паспорт заграничный есть, сел, прилетаешь в Тегеран, там тебе это самое выписывают. Ну, визу делают там, прямо в порту. Там минут 10-15. Все, заплатил там $70. Все, И на 10 дней ты можешь спокойно там. Так, дальше. Дальше мы с вами сейчас порежем. А вот это резать надо еще? Сейчас, подождите, мне надо свернуть это. Мы сейчас свернем в трубочку. Вот так. И порежем. Тоже Хорошо. мелко. Ну, в общем, там, конечно, жизнь и вообще обычаи совершенно отличные в Иране, чем у нас. Мусульманская страна. Народ очень приветливый. Так, Дальше. дальше сейчас мы Тоже все вот обратно сюда. аккуратно все. Все. Теперь осталось нам с вами курочку. Ну, если нет курицы, можно мясо, заменить буженина, в общем, мясное что-нибудь. Ну, что-то мясное, это Да, больше для вкуса. Под рукой, да, вдруг ничего нет такого. Под рукой, значит, можно колбасу даже. Даже так. Даже так, в общем.
Так, мы Так, с ней как поступаем? ну, так же режем. А вы возьмите вот этот нож, он довольно острый. Да. Режете? Так же кусочками. Тоже мелко, да? Вот так? Такими же кусочками. Вот. Режем курочку. Ну, короче, принцип такой, что именно, вы же сказали название нежность, да? Да. Чтобы такое все нежное, такое мелко нарезанное было, да? Ну да. Все ясно. Вот из многочисленных ваших поездок, какая страна, ну, наибольшее впечатление, может быть, для вас оставила? И Аляска, и они разные совершенно страны, но и там очень интересно. Самое там интересное, что там дороги меня поразило. когда В я Аляске? приехал. На Аляске. И Примерно такие же территории, как у нас в Якутии, да, но вообще испещрено дорогами, я это знаю. Да, дороги, и там прекрасные дороги даже на островах. Я был поражен. У них тоже же вечная мерзлота? Вечно мерзлота. Мерзлота, и у них дороги стоят. А почему у нас дорогами такая? Ну, вот я Как не говорится, знаю, в России почему. две беды, да? Вообще в России беда есть с дорогами. Везде дорогами, ну. Давайте мы сюда сейчас. Так, я помогу, так, аккуратно. И вот мою часть тоже. В Иране, кстати, тоже дороги очень хорошие. Очень хорошие дороги. Ну, там мерзлоты нет, а вот на Аляске там, конечно, сложнее. Ну, то есть вы, как человек, изучающий землю, же можете сказать, что, в принципе, ландшафт любой позволяет нормальные дороги сделать? Да, ну, естественно, было бы желание. Но у нас, как говорится, получается, это проблема с технологиями, если с дорогами у нас. Вот, Да я не знаю, почему у нас эта проблема. И проблему эту можно решить, по-моему, всегда. Я просто слышал очень много расхожего мнения, когда говорят, ну, у нас же хождение грунта, вот эти тектонические плиты, Да вот какие? дороги построили, через 5 лет по ним невозможно ездить. Все так волнами пошло, а говорят, вот, вечная мерзлота, тает, что-то там это. Это технология, все. Технология хромает, все понятно. Ну, вот я тоже пример Аляски всегда привожу. Говорю, а как, ребята? Так, говорят, ну теперь все у нас финальная стадия. финальная стадия. Мы уже практически уже Всё, на это. всё. Сейчас кушать будем. Да, все сделали. Сейчас майонез добавляем. Все это перемешиваем. А я подготовлю тарелочки для нас. Вот, вилка у нас одна есть. Можно подсолить даже, потому что у нас Чуть-чуть, да? А вот соль есть? чуть-чуть. Соль, можно вот даже поперчить. А, вы своей не, солью. перчить не будем мы с вами. А, хорошо. Я чуть-чуть подсолю, наверное, потому что он будет приставать. Раз. Хотя блинчики мы солили. Ничего себе, я даже думал, что вы как-то блинчики, может быть, заворачивать, как в лавашек. Оказывается, взяли, сварили, и раз и... Да, их туда. Да, вот такая технология. Ну, то есть можно было и яйца сварить, и как бы так, да? Или как? Все-таки именно в блинчиках? Нет, блинчики, там же специи. Ну, чтобы это смешалось все грамотно. Конечно. Без... Все ясно. Так. Не буду спорить с мастером. Ну, все готово, в общем. Можно Чуть-чуть отстояться, дать, наверное, пропитаться соку, Да, майонезу. И нет, да? одно, по-моему, можно и так. То есть это практически в полевых условиях. Раз-раз Ну да, можно раз, сделать. раз, да? раз. А как геологи, кстати, в полевых условиях-то кушают? Что Знаете, чаще всего? Кроме тушенки. Потому что я очень удивлялся, да, я тоже очень много где был, ну, допустим, по Якутии, да, думаешь, блин, тут наверняка место, где нога человеческая не вступала. Потом поднимаешься на пик, смотришь, старые-старые тушенки лежат. Да, ну... 50-х, 60-х годов. Думаешь, да ё-моё, и тут побывали геологи. Тушенка наша была Да. любимая пища. Да, ну вот стандартная такая советская. Ну да, это, советская ну, тушенка. Советская тушенка, да. Это нам и тогда, я помню, выдавали треть банки. Ну, банку в день. Выдавали треть банки? Банка в день? Рассчитывали, когда на Ух ты. полевые работы. Треть банки. Остальное макаронами, наверное. Ну, что там, макароны, крупы всякие, Макароны, крупы, кашки, да? кашки. Так, ну что мы, давайте попробуем. Давайте, ну, давайте чуть-чуть, как правильно сказать, положим, накладем, Положим, наложим, положим. положим, наложим, просервируем, засервируем. О, Да. чистую. Ну и что, приятного аппетита нам. Спасибо. Да, давайте попробуем, что у нас получилось. Соли как раз. Не зря добавил. Нельзя добавили, да. На глаз вроде как ложили, и раз, и все. Ну, я все делаю иногда. Ну, опыт. Ну да. Классическая нежность. На завтрак.
Ну, Да? чувствуется специфичность, да? Специи как это добавляют? да. Специи именно добавляют. Вот видите, попадаются где-то блины вроде как. Ну, я по цвету вижу, ну, огурец, перец, а курица с блинами, они как-то так смешались. Именно специи это добавляют вкус. Они придают специфичность. Здорово. Валерий Васильевич, вот вы же упомянули про воду, да? По-моему, вы хотели еще какой-то там еще один метод рассказать. Да, я еще хочу про один очень простой метод сказать, как можно сделать живую воду. Вскипятить, в общем, сначала нужно, конечно, если есть фильтр, отфильтровать водичку. Ну, то есть это можно взять... Чтобы механические примеси ушли. Тяжелые Да, металлы, все прочее, так. тяжелые металлы все равно не уйдут. А, не уйдут. Так. Они слишком мелкие. Ну, в смысле атомы, молекулы, там, вряд ли они через фильтр проходят спокойно. Фильтр может только задержать механические частицы. Но подойдет обычный фильтр, да? Обычный фильтр. Ага. Так. Вот фильтруете, потом заливаете, кипятите воду до белого, желательно, ну, до белого ключа вообще. Ну, чтобы она начала только. И выключаете. Да, ну, вообще считается, что сильно кипятить воду нельзя. Нельзя, она долго все нельзя. разрушить нельзя. Ну, в смысле, она закипела, Чуть-чуть пузыри пошли там. пузыри пошли, убрал. Убрал и заливаете ее в какой-нибудь сосуд, или в банку, можно в банку, если литровую, ну, у меня специальный сосуд с пробкой, у меня такой есть. Можно просто в банку стеклянную и под холодную воду, под кран. Ну, то есть охладить. Да, закрыть крышкой, быстро но охлаждайте сначала потихонечку, чтобы банка не треснула, если стеклянная. И потом на несколько там минут, пока она не остынет, короче, под струю воды. Все. И как она остыла, вы выключаете воду, все, у вас, у вас живая вода. Да, да. А какие там процессы происходят тогда, получается? Я Ну, вроде как я физик, да, но не совсем понял. Ну там тоже, она же из кластеров состоит вода. И там кластеры образуются, ну, идеальная форма там. Ну, я уже говорил про снежинки. Так, ну, Вот типа, идеальная да. кристаллическая решетка появляется, да? Идеальная структура. Структура воды. Все. И она спокойно воспринимается вашим организмом, когда вы пьете. Ну, вообще, да, считается же, что вода вообще источник жизни, да? Да, вода источник вообще. И источник, вот, допустим, вашего долголетия. Она... В данном случае. Вы правильную воду пьете. Ну, я правильную воду Как пью. говорится, телезрители, если хотите тоже так же, как Валерий Васильевич, вот в таком возрасте, в здравии, в порядке быть, тем более вы еще же, как бы, ну, скажем так, вы человек советского поколения, вы должны были быть давным-давно на пенсии, а вы продолжаете работать. И причем научные труды еще продолжаете писать, изучение, да, говорите? Ну, я на пенсии уже 23 года. Да вот, как вам позволяет работать, да? И продолжаю работать. Да, и продолжаю работать. Ну, то есть, как бы, если вас до сих пор не уволили и не попросили, сказали, ну, Валерий Васильевич, спасибо вам за работу, идите на пенсию, спокойно своим садом, огородом дачей занимайтесь. Нет, но вы же действующий ученый, продолжаете ездить, изучать. Секрет долголетия получается... Активно, да. Ну, активно. Но вот эта, кстати, водичка, она даже влияет, во-первых, на состав крови у вас совсем другой. Если, например, человек, допустим, болеет там, тем же вот диабетом, допустим, то эта вода, она сахар вымывает. То есть вы пьете, ну, литр воды в день надо, не больше. Вы, допустим, проснулись, за время сна у вас литра полтора, по-моему, воды выходит через кожу. Да, да, да. Да? Да. Ну, вы встаете, выпили стакан там, Ну. 200 грамм воды. И баланс. Прям такие научные советы да. такие. И перед сном тоже желательно. Потому что вода же у вас выходит. Ну, чтобы ночи. восполнить. Да, вы пьете, она восполняет ваши потери. Очень хорошо для суставов. Вот из-за чего у нас суставы болят? Смазка. Не хватает смазки. Когда вы пьете эту воду, литр хотя бы выпиваете, у вас состав совсем. А как, провокационный немножко вопрос, как вы относитесь к ЗОЖу, здоровому образу жизни? Ну, я нормально отношусь. Я вот веду здоровый образ жизни. Ага.
Я, допустим, вообще не пью. Вообще, Вообще алкоголь? даже пиво. Ага, так. Вообще, ну, очень редко, когда, ну, торжественные случаи бывают, там немножко, Чуть-чуть. чуть-чуть. А правильно. так я не употребляю. Зарядка наверняка, да? Не курю. Не курите. Зарядку делаю с утра. Все. Бодрость духа, грация и пластика, Да, короче, да. получается, как по Владимиру Семеновичу получается, да. Так, давайте тогда я вам задам еще какой вопрос, да, более, может быть, серьезный. Считается, что классическая советская школа, вообще и школа, и высшее образование одним из лучших, да? Ну, то есть, Было. ну да, которое у нас было, да, которое вроде как мы потеряли, а сейчас, ну, скажем так, и хвалят, и ругают, но больше ругают, кому все не лень, да, потому что говорят, вот, допустим, ЕГЭ неправильно взяли американскую систему, зачем она нужна. Вот классическая советская школа, Болонскую, да. то, что сейчас обучают, да, это как вы, Нет, я- человек, который вообще все это Да, прошел, я, в общем, категорически против того, что вот эта вся система, это болонская система образования, которую С мы... Болоньи, с все Болоньи, да, итальянские, которую да. мы... один из древнейших университетов, между прочим, Да, считается. но она никакого эффекта, она наоборот, по-моему, наше образование вообще посадила на дно. Нам нужно заново все это восстанавливать. Те методы, которые, ну, существовали в Советском Союзе. А вы же сами тоже ведете Ну вот я, конечно, преподавательскую я деятельность? преподаю, да, но я вижу, что это самое, конечно, мы были гораздо сильнее. Ну Я да. вот на 4 курсе преподаю, конечно, желательно, А вот сейчас, если сравнивать, ну, всегда же вот это, есть проблема отцов, детей, да, вот себя сравните, да, каким вы были студентом, какие студенты сейчас, в чем может быть отличие? Современные понимаете, дети. мы были очень заинтересованы. В общем, Ну, если мотивационно больше, да? мотивационно, у нас была больше мотивация, потому что мы заканчивали, допустим, университет, получали специальность, мы знали, что мы уже устроены, мы будем работать. Ну, это, это, скажем, уже проблема общества, да, больше получается. Ну, то есть вы были, я получу образование, все, я трудоустроен. Ну, Всё, то есть я трудоустроен. да, никаких проблем с этим нет. Да, сейчас это очень большая проблема у молодых людей. Ну да, Тех, кто закончил. обучались одному, стали работать совершенно по-другому, да. По-другому или вообще эта специальность не востребуется обществом. Может быть, да. Да, такое, понимаете? Да, потому что я в 90-е годы тоже был студентом. В моей молодости все хотели быть либо юристами, либо экономистами. 90%. Думал, да что такое? На экономической было там 45 человек на одно место, ну чуть ли не так, да. Но я почему-то пошел в физфак. Ну, вот вам. Хотя я физфак и очная аспирантура, а в итоге вообще ушел Ну, вот у меня рекламу и телевидение. Племянник, он закончил юридический, Так. и до сих пор вот он из армии пришел, уже с января месяца он не может устроиться на работу. Ну, то есть юристов как бы вроде как и, Но он, столько и не надо, да, получается? Юристов не надо, да, столько, конечно. То есть у нас была плановая все это, экономика, Да. а плановой экономики нет, и катастрофа. Страна развивается, ну, не катастрофа, ну, скажем так, страна развивается уже немножко по другой колее пошли, да? Ну, в принципе, нам надо было и рыночную, и плановую оставлять экономику. Ну, как в Китае, Ага. допустим. Синтез, да? И в других странах, кстати, и та же Япония. Там везде плановая и рыночная. Вот надо было как-то сочетать это все. Ну, вы неплохо разбираетесь. А скажите, пожалуйста, вот, допустим, современный научный процесс, да, от предыдущего, может быть, есть какие-то отличия? Ну, в принципе, вот я читаю лекции, но как я в советское время тоже, кстати, читал, 80-е годы. При советской. Методика, в общем-то, осталась старой. Вот. Но студенты, они воспринимают совершенно по-другому, чем было раньше. Совершенно по-другому. А вот строгий препод? Ну, я говорю, препод это вот в кавычках, ну, то есть всегда же преподаватель, а студенты все говорят препода, да, ну, вот поэтому. Нет, ну, я отношусь очень так либерально. Ну, человек знает и все, топить Да, его не будете. Нет. Так вот зачетку ты вернешься Я же потом еще в на пересдачу. Я в госкомиссии же, приемки еще, Ага. и дипломных работ, и госэкзаменов я там в университете. Так что там мы работаем, смотрим. Да. А много сейчас ученых молодых
с охотой идут вообще? Ну вот, допустим, по вашему направлению. Вот, Нет, по ну геологии. вот по нашему направлению я вот с трудом себе получил аспиранта. М. Ну, Тру- здесь- То есть, ну вот палеонтология, тем более наука очень сложная. Мгм. Вот, там нужно лет 6 отработать, чтобы он из тебя вышел. Что-то, Что-то да? вышло, Ага. чтобы ты начал разбираться. И это еще не гарантированно. Нет, ну 6 лет, если ты вот сам упорно, если ты настроен, то, конечно, ты 6 лет из тебя получится уже специалист, разбирающийся. Ну да, я думаю, что и как в Свои. каждой отрасли обязательно нужно человек, который, ну вот с горящими глазами, да, и реально влюблен. Ну да, который Да. заинтересован. Если ты Ну. заинтересован, ты всего добьешься. А востребованность какая сейчас тогда? Ну вот в науке, конечно, востребованность есть молодых. Мгм. Нехватка молодых. У нас, тем более у нас большой разрыв между вот нашим старшим поколением. Мгм. Среднее поколение отсутствует. М. Среднее поколение ученых отсутствует. Представляете? Но это, получается, как раз произошло, скорее всего, на стыке изменения, после когда после 90-е годы, 90-е да, годы когда в они- 90-е годы все поехали в коммерцию, реально экономистами, Да, и да, ученые, по большому счету, нафиг потом- никому не нужны. Ну, да. чуть ли не такая ситуация Ну, была. геологию тем более разрушили же Ага. окончательно. Ее перестали финансировать ну, и по остаточному принципу. Там, Ну финансировали. да, геологов вообще не стало, да. Геологов у нас сейчас вообще проблема с геологами М. в Якутии. Даже до сих пор. Ну да, вот сейчас, вот, допустим, в том же Саха Геолинформ у нас есть. Мгм. Там сейчас практически геологов не осталось, но они занимались, кажется, составлением. Не хотят люди в геологи идти. Ну, уходят многие специалисты, уезжают в другие города, а нужно же время, чтобы человека обучить. Да, чтобы в поля Просто- вышел, да. Ну, Просто с универа посадить его на карту составления, это бесполезно. м. Ну да, Он но должен не каждый иметь согласится там месяцами бывать где-то там, непонятно зачем. Ну, Да чё- сейчас и полевых работ практически очень мало. Мало, да? Сократилось практически. Ага. Не, ну коммерческие же все равно организации разрабатывают же, допустим, Ну, тот же, коммерческие это одно. Но вот у нас да. там 5 или 6 сейчас полевых отрядов в этом году. В институте проводят. золото, нефть, редкоземельные металлы, их Ну же да, но в находят все основном равно, щас туда, тем более у нас в ориентация Якутии. на благородные металлы, Ага. на золото, серебро, вот, На алмазы. на алмазы, вот, Ну. ориентировка в Якутии. Ну вот сейчас крупные там редкоземельные месторождения. Нашли, в Анабаре нашли, я Не знаю. нашли, они есть, существуют. И вот, и сейчас, по-моему, намереваются их там тоже разрабатывать. А насколько вообще вы считаете, Якутия наша изучена? Ну вот по вашему направлению и Ну, вообще Якутия достаточно хорошо изучена. М. Вот, потому что тут же велись, вся она покрыта съемками различного масштаба. Вот. Но все равно, Но это причем это Сейчас- советская школа же, да? Это была Допустим, советская. геологические вешки, вся Якутия испещрена, это я но- уже знаю, но да. дело в том, что методики изменились. М. Появились различные приборы, новые совершенно приборы, которые позволяют очень тонко диагностировать породы, там, минералы, их состав. Раз изучать. состав взяли и их быстренько состав, узнали, что, да. допустим, да. Раньше, допустим, там приходилось делать нам шлифы, чтобы там изучить состав, там петрографический или литологический состав. Сейчас просто техника такая, что Быстренько пролетели, вертолет сел. шашечку сделал, сунул под микроскоп И всё или узнал. в прибор, и он тебе определяет состав. Под тот же сканирующий микроскоп он тебе определяет состав, включение, там включение, состав. Раньше включения практически не изучались, потому что их не видно под обычным микроскопом. А под электронным микроскопом там все видно. Ну да, само собой. То есть, И поэтому возможности, конечно, возросли. И, конечно, там многое, конечно, нужно переизучать уже. Переизучать. Но вот возможности, вот, поскольку число геологов сократилось, конечно. Валерий Васильевич, у вас же очень такая все-таки профессия, окутанная некой романтикой, да? А вы как ученого есть
научном сообществе, может быть, кумир или ученый, на которого вы ориентируетесь? Эйнштейн, там, я не знаю. Нет, Такого нету, да? кумиров нет. Ну, у меня есть, допустим, вот Клёсов. Ага. Слышали такого? Нет. Это он занимается ДНК, эволюцией ДНК, генеалогией. Вот. Вот я очень, очень мне нравится. Я очень с удовольствием слушаю его передачи. А смотрели же наверняка фильмы с Индиана Джонсом? Как вам этот герой? Он же тоже же и палеонтолог, археолог, геолог. А? Я с удовольствием всегда смотрю его фильмы. Мне он нравится как актер, как он играет. Очень даже так. Ну, не, ну вроде как бы и ученый, который там с бабочкой лекции читает студентам, а тут раз в поля вышел и настоящий геолог, там уже искатель приключений. Археолог, настоящий археолог. Мне нравится. Такой и должен быть. Вы тоже наверняка были такие человек? Ну, С хлыстом не ходили? не, я с хлыстом не ходил, я с молотком в основном. У вас молотком, да? Геологическим, да? Тук-тук, да? Да, с молотком в поле в основном, вместо хлыста. А вот в партии выезжали, там какие-то всегда же что-то происходило, там нападение диких зверей, там не... Ну, нет, звери, правда, на нас не нападали, почему-то они меня обходили. Ну, Но вам же выдавали же пистолеты, да? Ну, у нас карабины были. Карабины даже. Сначала были пистолеты, потом Я знаю, что карабины и пистолеты у нас были. Ну, для самозащиты. Мы были вооружены, потому что были случаи нападения там медведей, допустим. Вот, так что это самое. В основном мы попадали в ситуации такие вот, связанные с непогодой обычно. Вот. Ну да, наводнения резкие, да? Да, дожди, конечно, да. Да, дожди вот эти. В общем, Я знаю, в горах это страшно. Несколько раз я был близок к гибели. Чтобы смыло вас, да? Ну, один раз ужасно смыло. В горах-то вода поднимается вообще на раз, я знаю. После 2000-х, кстати, мы остановились в ручье, перешагнуть в кедах можно. А ночью гроза пошла и сель. Вы представляете? Не знаю, как мы чудом просто остались живы. Смыло все. Сель пошла. Сель пошел прямо, а у нас вода метра на 4. Ой-ой-ой. Это не то, что палатка, да? И я до сих пор помню это число. И когда начинается гроза, меня это самое, видимо, туда... Уже психологическая проблема. Психологический уже. Шок, да? Ну, такой шок был, конечно. Но мы же все живы остались. Ну, слава богу. Ну ладно, Валерий Васильевич, как бы то ни было, передача наша потихоньку подходит к своему логическому завершению. Эфирное время у нас, мы всегда говорим, не резиновое. Я хочу вам еще раз сказать большое спасибо за ваш вкусный салатик такой нежный и пожелание нашим телезрителям. На эту камеру, пожалуйста. Дорогие телезрители, я очень был рад, что меня пригласили на такую вкусную передачу. И, у вас получилось просто вкусно. Да, и я желаю, конечно, вам всем здоровья, чтобы вы долго жили и удачи во всех ваших делах. Валерий Васильевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор, спасибо вам еще раз большое. А я Петр Цепанин. На этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья. Берегите себя. А мы, наверное, ребятам сервируем и дальше будем.